Hörmətli dostlar, дорогие друзья, 27 мая 1920 года был подписан декрет о создании Татарской автономной социалистической республики, которая была одной из первых в составе Союза Советских Социалистических Республик. Много столетий татарский народ не имел своего государственного образования после падения Казанского ханства. Это явилось важным фактором поднятия национального духа, самосознания татарского народа, который вновь ощутил себя государствообразующей нацией и ощутил ответственность за свою землю, за свою родину. История Татарстана достаточно древняя. Начинается она с возникновения булгарского государства более 1000 лет назад, принятием ислама. Это действительно уникальная земля, которая находится на пересечении речных и торговых путей, через которые большие караваны с грузами перемещались с востока на запад, с севера на юг. Это был центр консолидации тюркской культуры, это был центр формирования государств Поволжья, Восточной Европы. За все эти годы Волжская Болгария, Золотая Орда, Казанское ханство вели политику, которая способствовала развитию и культуры, и ремесел, торговли, и в то же время формировалось многонациональное, многоэтничное, многоконфессиональное общество, потому что в этом регионе всегда уважительно относились к различным религиям, несмотря на то, что, скажем, ислам являлся государственной религией, тем не менее другие религии также имели право на существование и на развитие. Особое развитие получило христианство в период Золотой Орды. В Казанском ханстве и Золотой Орде, мы будем говорить о Казанском ханстве, проживало много народов. Это и угро-финские народы, и тюркские, которые не имели своей письменности, но тем не менее они сохранились до наших дней. Это говорит об уважительном отношении к другим народам, доброжелательно. И поэтому татары и другие народы окрестные всегда жили как добрые соседи. В середине XVI века Казанское ханство пало под натиском Московского княжества и потеряло свой суверенитет. На долгие более чем на 400 лет татары лишились своей государственности. Многие мусульмане вынуждены были жить вдали от городов, от крупных личных путей, но тем не менее они сохранили свою культуру, и центрами культуры являлась татарская деревня. Из этих деревень вышли известные татарские ученые, такие как Марджани, Курсави, Баруди и многие другие, которые подняли уровень татарской науки, показали правдиво историю татарского народа и внесли большой вклад в копилку татарской науки. Но самым знаменательным событием явилось провозглашение Татарской ССР. В этот период стала бурно развиваться промышленность в Татарстане, наука, образование. Были созданы многие вузы, хотя и они существовали еще и в период Российской империи. Это Казанский государственный университет, она именовался императорский, который был создан при Павле I. Ну и многие другие научные центры. В Татарстане трудились всемирно известные ученые Менделеев, Арбузов, Бутлеров, Фукс, которые прославили нашу страну, нашу большую страну, Россию во всем мире. В годы Великой Отечественной войны в Татарстан было эвакуировано много научных и промышленных организаций. Известные физики,
ученые, химики трудились в Казани. Сюда же были перемещены авиационные предприятия Туполева, Лавочкина, которые также создавали новые модели самолетов и укрепляли обороноспособность нашей страны. В Татарстане развивалась нефтехимия, приборостроение, оптика, особенно оборонной отрасли. И Татарстан действительно стал одним из ведущих регионов Советского Союза. Особый толчок к развитию Татарстана стало развитие нефтяной промышленности, нефтеперерабатывающей промышленности. Также на территории Татарстана существует и действует много предприятий, таких как КАМАЗ, Оксинтез, многие другие предприятия, ТАСМА, Казанский завод ОМ были в советские времена, которые тоже были предприятиями союзного значения. Татарстан прославился как регион с высокой культурой, регион науки, образования. Последние 30 лет, когда была принята Декларация о национальном суверенитете, Татарстан получил дополнительное развитие и оказался, я бы сказал, даже в более выгодном положении по сравнению с многими другими регионами Российской Федерации, потому что многие предприятия сохранились и продолжают действовать. В Татарстане практически нет бесхозных сельскохозяйственных угодий. То есть сельскохозяйство тоже на высоте, несмотря на тяжелые времена и тяжелые ограничения всевозможные, которые возникали. Татарстан, современный Татарстан, является регионом, который определяет и экономическую политику нашей большой страны. Татарстан не является дотационным регионом, один из немногих регионов Российской Федерации. И находясь в Татарстане, мне приходилось бывать во многих странах, скажем, сравнивая Грузию или Черногорию, я ощущаю Татарстан как более такое независимое государство, самобытное, потому что этот регион самодостаточный, экономически во всех отношениях. Чувствуется гордость населения за свой регион, нет никаких проблем между национальностями, как бы ни пытались это показать. Все живут дружно, гордятся, что живут в Татарстане. Народ производит впечатление, очень благоприятное впечатление, народ культурный, очень вежливый, деликатная молодежь. И я горжусь тем, что я родился в Татарстане, и то, что мои родственники живут там, и то, что моя жена оттуда, и моя дочь родилась в Татарстане. И надеюсь, что у него большое будущее в великой нашей стране, и мы приложим все силы для укрепления благополучия и мощи Татарстана, работая в других регионах, потому что мы все связаны незримыми нитями с нашей Родиной, с нашей исторической Родиной. И желаю всем большого успеха.